Масштабный государственный проект по внедрению казначейства запущен. Красная ленточка у входа в отремонтированное помещение управления казначейства была торжественно перерезана премьер-министром Артуром Микваби. На реализацию проекта ушло 3 года и затрачено около 80 миллионов рублей российской финансовой помощи. Гость мероприятия, заместитель руководителя казначейства России Станислав Прокофьев, рассказал на презентации, в чем смысл и преимущество казначейской системы. Мы создаем систему, при которой не обязательно будет с платежками приезжать сюда нашим бюджетополучателям, учреждениям здравоохранения, образования, культуры, науки. Для этого достаточно будет использовать электронный документооборот, электронную цифровую подпись. Для того, чтобы контроль за финансовыми потоками в большей степени был деперсонифицирован. Новая госструктура будет обеспечивать прозрачность денежных потоков, целевое использование и эффективность расходования денежных средств. Единый казначейский счет, через который будет проходить движение денежных средств, открыт в Национальном банке. 30 сотрудников центрального аппарата будут трудиться вот в этом помещении правительственного комплекса, где раньше располагался Госкомитет по приватизации. В управлении казначейства 5 отделов. Министр финансов Амра Кварандзе и начальник управления казначейства Джансух Нанба провели гостей по отделам и рассказали о принципах работы каждого из них. Например, в отделе доходов аккумулируются все госсредства. У нас создан один-единственный счет по всей республике Абхазия, счет доходов, куда поступают все доходы от плательщиков. Потом этим доходам присваиваются коды, и в автоматическом режиме они распределяются между уровнями бюджетной системы и по видам доходов. Открытием лицевых счетов, контролем движения денежных потоков на счетах, оформлением расчетных документов для предоставления в Нацбанк занимается отдел введения реестров и операционной работы. На сегодняшний день отдел обслуживает 392 бюджетные организации. Все организации, обслуживающиеся в казначействе, начинают свою работу именно с нашего отдела. Отдел операционной работы занимается открытием, переоформлением, введением лицевых счетов всех наших клиентов. Наши клиенты – это все бюджетополучатели, все министерства, ведомства, учреждения здравоохранения, больницы, школы. То есть все те организации, которые находятся на частичном или полном бюджетообеспечении. Всего 391 организация, которая у нас будет обслуживаться. Это местные и республиканские получатели. Самый большой по количеству сотрудников отдел расходов и кассового обслуживания исполнения бюджетов. Именно здесь проходит процедура согласования бюджетных расходов. Именно этот отдел будет обеспечивать целевое направление средств в бюджете. Специалисты, которые будут принимать расчетные документы, будут проверять также на соответствие законодательству Республики Абхазия все подтверждающие документы. То есть основной принцип казначейского обслуживания – ни один расход не должен проходить без соответствующих подтверждающих документов, которые дают нам основание полагать, что у клиента на самом деле возникли денежные обязательства перед тем или иным контрагентом. Казначейская система подразумевает автоматизацию всех процессов. С этой целью было закуплено дорогостоящее серверное оборудование, сформирована база данных всех операций с многоступенчатой системой безопасности. Данная комната обеспечена системами безопасности. Вы видите, да, доступ в эту комнату у очень ограниченного круга лиц. Я думаю, то, что сегодня столько людей заглядывают сюда, это будет первый и последний раз. После официального открытия управления казначейства состоялось торжественное заседание с участием президента Абхазии Рауля Хаджима. Переход на казначейскую систему исполнения бюджета – это ключевая реформа в бюджетной и финансовой системах Абхазии, подчеркнул глава государства. Благодаря казначейской системе удастся контролировать прохождение выделенных средств до конечных получателей, что было невозможно при банковской системе исполнения бюджета. Эта реформа вызвана необходимостью усиления контроля за своевременным поступлением средств на бюджетные счета и целевым расходованием бюджетных средств, централизацией потока доходов и расходов, оптимизацией краткосрочного планирования и возможности временного использования остатков средств для покрытия бюджетного дефицита, минимизации нецелевого и неэффективного использования этих же бюджетных средств. Предвижу, что эти изменения могут быть
и уже становятся болезненными для ряда бюджетополучателей и распорядителей бюджетных средств, привыкших к работе с наличностью и неподготовленных к ведению нового типа учета и предоставления отчетности. Грубо говоря, теперь расходовать бюджетные средства сугубо по своему усмотрению ни у кого не получится. Министерство финансов, основной исполнитель бюджета, не должно банально раздавать деньги бюджетникам, сказала Амра Кваранзия. Необходимо обеспечить их целевое исполнение и оптимизировать финансовые ресурсы страны. В решении этих задач должно помочь казначейство. Министр финансов поблагодарила всех сотрудников и российских коллег, принявших участие в запуске сложного проекта. Мы всеми правдами и неправдами переводим финансовые потоки в безналичную форму. Если в 2015 году доля наличного оборота бюджета составляла порядка 26%, то сегодня она уже снижена до 18%, и к концу года мы стремимся к тому, чтобы доля наличного оборота была менее 15%. Казначейство – это один из самых старых российских финансовых институтов, сказал Станислав Прокофьев. Это главный кассир, главный бухгалтер и контролер правительства. Казначейство само по себе – это не панацея. Это лишь инструмент, который даст возможность руководству республики развивать финансовую систему и достраивать ее в том направлении, в каком это видится президенту и правительству. Торжественное совещание, посвященное церемонии открытия управления казначейства, завершилось церемонией награждения представителя Абхазии медалями «20 лет Федерального казначейства России». В ответ Артур Миквабия вручил представителям Российского федерального казначейства грамоты и подарки. Елена Лолуа, Тимур Гугохия, Роберт Ломия. Абхазское телевидение.